Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Сегодня у нас не совсем обычный эфир. Весь выпуск будет строиться на интервью с генеральным директором акционерного общества РИК Петром Алексеевым. Причем интервью это я беру в только что построенном здании Общественного центра Республики. Петр Вячеславович, итак, давайте начнем. Первый вопрос. Каковы итоги 2015 года, уже ушедшего, для акционерного общества? Итоги 2015 года для компании РИК являются успешными, потому что мы достигли те плановые показатели, которые были поставлены перед нами акционером, то есть правительством республики и советом директоров компании. В первую очередь мы весь 2015 год продолжали работу по реализации нашей стратегии, и по результатам 2015 года мы достигли следующие показатели. Во-первых, мы переходим в завершающий этап исполнения мирового соглашения, который был заключен между правительством республики в свое время и правительством Российской Федерации по расходованию средств, направленных и вырученных от продажи акций Якутугля. Поясните немножко, что такое завершающий этап? По условиям мирового соглашения мы должны профинансировать до 1 января 2017 года всю сумму, точнее, строительство объектов на сумму 37,5 миллиардов рублей. По результатам 2015 года мы профинансировали в целом нарастающим итогом на сумму 36,5 миллиардов рублей, то есть в этом году мы должны профинансировать строительство объектов на сумму менее 1 миллиарда рублей и тем самым завершить исполнение мирового соглашения в части финансирования. В последующие годы мы должны будем уже те построенные объекты за счет средств мирового соглашения передать в государственную собственность или республики, или федеральную собственность. Если говорить про вопросы передачи имущества, то на 31 декабря 2015 года РИК передал безвозмездно в государственную собственность республики 160 объектов на общую сумму более 12 миллиардов рублей. В 2015 году, например, мы передали объекты газификации на сумму 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Это, например, участок магистрального газопровода Майя-Табага-Чурапча. Также объекты газового хозяйства, 23 объекта газового хозяйства в муниципальных образованиях: Верхневилюйский, Вилюйский, Мегино-Кангавасский, Хангавасский район, Намский район. Также передали подводный переход магистрального газопровода возле Табаги через реку Лена. Помимо этого передали высоковольтную линию Пеледуй-Витим. Таким образом, на ближайшие 2-3 года перед компанией стоит задача по передаче объектов на оставшуюся сумму в 25 миллиардов рублей, больше половины которой приходится на железнодорожную ветку Беркакит-Тамот-Нижний Бестях. Этот объект подлежит передаче в федеральную собственность, а иные будут являться собственностью республики. Что касается компании РИК Плюс? Что касается компании РИК Плюс, по результатам реализации 7% акций компании Алроса, мы выручили к финансированию именно строительства социальных объектов на территории республики и иных объектов транспортной инфраструктуры 17 миллиардов 644 миллиона рублей. На 31 декабря мы профинансировали строительство объектов на сумму 11 миллиардов рублей. Это переселение из ветхого аварийного жилья, газификация населенных пунктов, строительство социальных объектов, в которые входят порядка 22 школ. Также сейчас объявили конкурс на проектирование онкологического диспансера. И вот это здание, например, в том числе, это здание Общественного центра Республики, в котором помимо Федерации профсоюзов также, скажем, найдут определенную крышу над головой наши общественные организации республики. Перечень общественных организаций, я думаю, в ближайшее время будет определен правительством республики. Какие проекты были наиболее затратные? По компании РИК Плюс наибольшая сумма предусмотрена на программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Это порядка 6 миллиардов 400 миллионов рублей. Из них уже профинансировано около 4 миллиардов. Такая же сумма предусмотрена программой газификации населенных пунктов, строительства внутрипоселковых сетей в улусах республики. Расскажите, пожалуйста, подробнее про программы софинансирования. РИК работал всегда в рамках лимитов, которые были доведены правительством республики и по тем объектам, которые прописаны в государственных программах. Для получения софинансирования, как правило, это из федерального бюджета,
республика в государственном бюджете всегда показывает определенную сумму, которая предусмотрена на финансирование тех или иных программ. Например, вот по переселению ветхого и аварийного жилья мы перечисляем средства, предусмотренные в плюс в качестве безвозмездных перечислений в государственный бюджет. И эти суммы в государственном бюджете учитываются и показывают как источник софинансирования средств, которые будут поступать из федерального бюджета. Таким образом, в прошлом году было получено финансирование на программу в целом по республике за счет средств, которые были предусмотрены в РИК+. И планы тогда на 2016 год каковы? Ну, исходя из того, что я в принципе сказал, и мы сами понимаем, что является 2016 год для нас переломным, мы завершаем исполнение мирового соглашения в части финансирования строительства объектов. Ну и в настоящее время работаем по поводу корректировки стратегии, которая была принята в 2012 году с учетом тех кризисных явлений, которые происходят не только в России, но и в целом в мире. Я думаю, в течение первого квартала или в конце первого квартала мы представим наше видение дальнейшей судьбы компании РИК нашему акционеру, правительству республики. В первую очередь, конечно, мы будем уже работать с нашими дочерними компаниями, которые были созданы в течение 10 лет. В этом году у РИКа осенью исполняется 10 лет с момента создания. Конечно, в этом году предстоит подвести определенный итог не только исполнению мирового соглашения, но и в целом управлению теми активами, которые были наработаны в течение 10 лет. Показательно, что в 2015-м впервые совокупная прибыль дочерних предприятий превысила символическую отметку в 100 миллионов рублей. В целом, в течение 2016 года мы будем заниматься, конечно, в первую очередь оздоровлением наших проблемных активов. Например, очень сильно кризис ударил по нашему строительному комплексу. Да, как все знают, завод базальтовых материалов требует, чтобы со стороны акционера, то есть РИКа, мы приняли определенные меры по его финансовому оздоровлению. Будем диверсифицировать его деятельность, чтобы он не только занимался производством плит, но и в том числе с учетом того наработанного опыта шел в строительство определенных объектов. Также мы идем по вопросу усиления уже наших дорожных активов, имеется в виду 3 компаний, которые были в свое время приобретены у государства. Мы их финансово оздоровили, обновили технику, и с этого года мы их хотим объединить в компанию РИК Автодор, чтобы они были уже более конкурентоспособными и могли участвовать в торгах по федеральным контрактам, то есть строительство, ремонт дорог в федеральных контрактах с учетом того, что наиболее, скажем, маржинальные контракты находятся в федеральных дорогах. И также в рамках получается развития арктических районов мы в рамках своей стратегии, которая была принята в свое время, будем работать по поводу добычи полезных ископаемых в Усянском районе. Наверное, как вы знаете, мы с прошлого года начали добывать золото в Усянском районе на базе компании Янолова. В прошлом году мы получили лицензию на разработку месторождения по добыче рассыпного олова, месторождение Теректях. По Теректяху сейчас работаем с китайскими нашими партнерами по вопросу того, чтобы они пришли в данный проект. А в части золотодобычи мы будем с этого года уже увеличивать объемы, в том числе покупать новые лицензии на территории Усянского района, чтобы в этом районе мы могли в целом закрепиться как компания, которая занимается добычей полезных ископаемых. Если говорить о добыче полезных ископаемых, то в Устьянском районе работают несколько некрупных компаний. И стоит принять все необходимые меры для хорошего стартапа, чтобы получилась отличная бизнес-история. Мы верим в то, что наши проекты в Усянском районе должны быть успешными, исходя из того, что в свое время на территории Усянского района работали такие компании, как Кувар-Золото, который добывал определенные тонны золота, и депутат Скобова, который занимался добычей олова. Это были компании, в которых работали тысячи работников, компании союзного значения. Я думаю, что если мы все решения сегодня и шаги предпримем верно, то постараемся сделать так, чтобы была очень хорошая и положительная история у наших проектов в Усянском районе. А кризис не убавляет уверенности?
Кризис, конечно, определенный отпечаток на все наши планы накладывает, но тем не менее мы ставим перед собой задачу таким образом, чтобы после кризиса наши дочерние компании вышли только наоборот, скажем, более конкурентоспособными и более сильными по сравнению с другими. Не могу не спросить, Петр Вячеславович, общественный совет, созданный при компании РИК+, насколько важна эта институция в структуре компании? Я вот лично, это мое личное мнение, я считаю, что общественный совет, созданный в компании РИК+, является очень удачным инструментом для того, чтобы повысить ответственность государственных заказчиков и в первую очередь нашу ответственность перед общественным советом. На общественных советах, во-первых, приходят и докладываются первые лица государственных заказчиков, то есть министры, руководители государственных заказчиков. Ежеквартально, по результатам каждого квартала, общественный совет дослушивает итоги освоения тех средств, которые мы направляем в государственный бюджет или государственным заказчикам в лице службы госзаказчика, дирекции по строительству объектов ЖКХ и других. И нарастающим итогом мы контролируем то, чтобы финансирование осуществлялось своевременно и строительство объектов тоже осуществлялось своевременно. Помимо этого, общественный совет возглавляет Александр Андреевич Кугаевский, который является в том числе сопредседателем Общероссийского народного фронта в республике. Поэтому я вас уверяю, что за качеством строительства объектов и в целом через Александра Андреевича осуществляет контроль и Общероссийский народный фронт. И поэтому я думаю, что те задачи, которые были поставлены перед РИК+, мы будем исполнять с двойной отдачей, под двойным контролем. Петр Вячеславович, спасибо вам большое за беседу и удачи вам в дальнейшей деятельности. Спасибо.